Задавайте. Вы сейчас излагаете свои доводы и считаете, что вы свои выводы основываете на, если не ошибаюсь, законодательной судебной экспертизе, правильно? Так. Вопрос. По иерархии законодательства о судебной экспертизе выше стоит или Уголовно-процессуальный кодекс? Это не входит в компетенцию. Почему не входит? Потому что не... вопрос пусть ответит, что по иерархии. Если вы не знаете ответ, скажите мне. Если я отвечу, что я не знаю, они опубликуют везде и говорят, что эксперт, оказывается, не знает. А почему, где защита присутствующих в судебном процессе? Почему они постоянно публикуют такие материалы и публикуют именно, пишут мою фамилию? Извините меня, ваша честь, у нас помимо в Кыргызстане считанные эксперты, которые дают заключение организациям террористического характера. Есть в практике те страны, которые шифруют кодом, даже не озвучивая фамилию, не говоря о идентификации. Имейте, уважайте закон, пожалуйста. Здесь проходит судебный процесс, я вам задаю вопрос, который имеет существенное значение для дела. Вы отвечаете, что выше стоит? Законодательство о судебной экспертизе или Уголовно-процессуальный кодекс? По иерархии. Вы по заключению после этого задавайте. Я сейчас разъясню почему. Потому что следователь свои следственные действия основывает на уголовно-процессуальный закон и задает вопрос, на эти вопросы она не отвечает. Здесь происходит противоречие. Нет противоречий. Обвиняем, здесь нет противоречий. Экспертиза назначена в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Экспертиза проведена в соответствии с законом о судебной экспертной деятельности. Статью 16 сказала экспертная инициатива сказала, чуть выше, за пределы тех вопросов эксперт может... Эти права и обязанности написаны в этом законодательстве о проведении судебной экспертизы. Мы говорим об Уголовно-процессуальном кодексе. По Уголовно-процессуальному кодексу следователь, осуществляя свои следственные действия, ставит вопросы, имеющие значение для дела, касающиеся моего дела. Поэтому она противоречит. Поэтому я спрашиваю, что выше стоит? Нет, чтобы ссылку на ПК же эксперт не делает ссылку на ПК. Она дает вопросы, следователь. Тогда вопрос следователя. Назначает экспертизу следователь, основываясь на положении УПК. Следователь задает вопрос. Почему не отвечает на вопрос, а руководствуется другим законодательством, который противоречит Уголовно-процессуальному кодексу тогда? Мы по своей деятельности... Поэтому ответьте, пожалуйста, что стоит выше. Мы по своей деятельности ссылаемся на закон о судебной экспертной деятельности. Все. Следующий вопрос. Следующий вопрос у меня, сейчас я название не помню, запомнил какой-то нормативный акт, связанный с экстремизмом, терроризмом. Она с моим делом связана, вот это нормативный документ, который вы передали суду, с моим делом связано этот документ? Данный вопрос не относится к компетенции журналиста. Нет, следующий вопрос. Хорошо. Вы эксперт-лингвист. Что является предметом исследования лингвистической экспертизы? Исследование текста, устного и письменного текста, содержательно, семантическо, смысловом плане. В смысловом плане я совсем... А с моей отраслью, с публикацией, как она связана? Данная публикация является текстом, носит лингвистический характер, которые выражены в форме высказывания. Данная публикация носит национальную окраску, оскорбляющую, унижающую по характеру граждан другой национальности. Ваша честь, данный вопрос является Нет, в заключение выводы. Зачитайте, пожалуйста, выводы. Юридическое состояние. Это входит в юридическое. Ну тогда давайте выводы зачитайте, я пойму, и если будут вопросы, задам.
Какого материала? Выводы Спасибо. По Чупикову или по... по первому эпизоду, по национальному признаку, возбуждение национальной вражды. Опубликованная Некстова и представленная на исследование информация является порочной, так как не соответствует действительности. Опубликованная информация намеренно вводит в заблуждение реципиентов. Представленные экспертизу тексты носят публичный характер, так как они направлены на предполагаемую аудиторию. Представленная на исследование публикация Некстовы послужила коммуникативной причиной негативных высказываний и публичного выражения угрозы взаимных оскорблений между пользователями социальных сетей, о чем свидетельствуют представленные на экспертизу комментарии. Опубликованная и представленная на исследование информация намеренно вводит в заблуждение реципиента, поскольку в опубликованном Некстовом сообщении ссылка идет только на один источник, что предполагает о согласии с содержанием. Если текст носит сомнительный характер, то для выражения неуверенности или недостоверности при ссылке употребляется частица «якобы» или дается сравнительная информация на другие источники, что не было сделано порталом Некстова. У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, по выводу лингвистической экспертизы, для уточнения, имеется действие душевливо или действие душевливо возбуждает национальную вражду, оскорбляет национальное достоинство, пропагандирует неполноценность граждан по национальному признаку. По вашему заключению. Данный вопрос является юридической оценкой. Это не предмет, я так понял. Лингвистические признаки мы выявляем только лингвистические. Это является предметом лингвистической экспертизы или нет? Выявление вот это есть, нет, национальные... Выявление признаков, лингвистических признаков, да. Но давайте юридическую оценку мы не имеем права. Это не входит в компетенцию лингвиста. Можно задать вопрос? Давайте. Вот вы сослались на статью 21 Закона об экспертной деятельности, да? На пункт 5, я так понимаю, изменять в заключении формулировку вопроса, изложенного в постановлении определения о назначении судебной экспертизы, не меняя сути задания. Вы сослались на это, да? А потом вы не прочитали, да? После воспроизведения вопроса в первоначальной формулировке указывается, как этот вопрос понимается судебным экспертом в соответствии с его компетенцией и специальными знаниями. А почему вы тогда, если изменили вопрос, вы в своем заключении не указываете, как вы понимаете этот вопрос и почему вы не можете ответить на вопрос, поставленный следователем? Почему вы во всех 3 заключениях об этом не указываете? Так, Ваша честь. Адвокат, прекрасно зная статью и обязанности эксперта, специально, что ли, вы, чтобы опять надо мной поиздеваться, пригласили сегодня меня? Я у вас спрашиваю. А почему вы тогда пересчитываете ту статью, которую вы, если вы прекрасно знали? Да. Почему вы меня опять сегодня пригласили? Я у вас спрашиваю, почему воспроизведение вот этого вопроса, почему вы обижаетесь на меня? Я у вас просто спрашиваю, почему в законе одно написано, да? Вы должны воспроизвести этот вопрос. Вы поиздеваться над экспертом. Нет, нет. Я отвечаю, Ваша честь. Я отвечаю. То, что вы думаете, то, что вы знаете, Ваша честь, я отвечаю. да. Мы Вы не сюда, стали, сюда смотрите. Ваша честь, эксперт не стал воспроизводить вопросы первоначальной формулировки, так как данное постановление, данная формулировка постановления следователя является вопросом для 2 специальностей. Она также касается и политологической экспертизы.
экспертиза. Поэтому я не стала трогать, я не стала давать ходатайство насчет формулировки. Если данное постановление касалось лично лингвистической экспертизы, естественно, было бы ходатайство, было бы и все другие касательно таких теоретических моментов, которые вы озвучили. Но так как постановление в вопросе были вопросы касательно и политолога, я не стала трогать, я не стала ходатайствовать. Я говорю совсем о другом, вы совсем о другом. Как хотите, так и понимаете. Понятно. Еще вопрос. Еще вот на прошлом судебном заседании вы указали на то, что можете предоставить соответствующую документацию, которая может указывать на то, что вы можете определять порочащие честь достоинства или не порочащие информацию. У вас есть такой документ? Меня коллега спрашивал, можете ли вы определить порочащая информация или не порочащая информация? Нет, там справочный материал принесли же. Вот. Ваша честь. Так, моя докторская диссертация называется «Основы лингвистической экспертизы». Я прошла обсуждение ученого совета. Сейчас предоставили вам. Адвокат задал вопрос полной докторской диссертации. Нет. Целую полную диссертацию, которая Вы совсем... где по пунктам, Уважаемый свидетель, Это не имеет значения для ответа. по пунктам, по критериям научно исследовано критерии выявления лингвистических признаков. Это объемный материал. Докторское исследование является законным, поэтому не имеет значения для ответа. Сысро говоришь, кезек бериш керек. У нас Я ответила на вопрос. мы вынуждены, да, у нас больше не может быть к этому эксперту вопросов. Если у вас вопросов нету, гособвинитель ваш Можете вопрос четвертый имеется? раз пригласить и Нету? издеваться. Ну да. Мы не Так, один издеваемся. вопрос. Я издеваюсь. Так, Бернис. Вопрос. Вы не исследовали содержание статьи 330 Уголовного кодекса для исследования лингвистической экспертизы? Вопрос, если поняли, могу повторить. Содержание статьи 330, часть 1 и часть 2, знаете? Так, я не юрист, но мне надо вспомнить содержание такое. Знаете, да? Тогда Которая относится к ваша экстремистским признакам. деятельность, да. Экстремистским Национальным, все там. Назвали это Старое 330. название 313, да? Да. Да. Вообще расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды. Да. Рознь. Знаете, да? Все. Следующий вопрос.